менің сұрағым мынау қаржы мониторинг агенттігінің өкіліне жолданады. Ну, смотрите, по 236 статье мы с вами вчера буквально дискутировали на комитете. По данному вопросу мы еще с вами обсудим. Вот. У меня вопрос по 219 статье Уголовного кодекса. Мы декриминализируем, получается, нецелевое использование кредита. Ну, смотрите, буквально на прошлой неделе у нас была то есть презентация аудиторского отчета Высшей аудиторской палаты за 2023 год. Согласно отчета Высшей аудиторской палаты за 2023 год, из 97 субъектов бизнеса ликвидировано и прекратили свою деятельность после получения займа 97 субъектов. То есть они просто взяли займы, кредиты, а потом закрылись. Обанкротились и закрылись. Собственно говоря, по данному факту ущерб был нанесен, по данным фактам ущерб был нанесен в миллиарды. Непонятно теперь, как возвращать эти миллиарды. Вы говорите, что вот вопросы задают наши коллеги, что по данному факту мы можем квалифицировать как мошенничество, либо как хищение. Но это в рамках уголовного права, это разные составы, во-первых. Составы, то есть мошенничество – это самостоятельный состав и хищение. И вам не кажется вообще, что аудиторская палата бьет в колокол по данному вопросу, да, что это факты хищения имеют место, а мы здесь декриминализируем эту статью? Спасибо. Пожалуйста, микрофон включите заместителя председателя агентства. Да. Я вот ранее уже ответил как раз таки по 219 статье. Здесь дело в том, что мы 189 и 190 статья действительно это разные два состава. Но на практике при хищении бюджетных средств, если это связано по предварительному сговору с должностным лицом, то привлекается по 189 статье. А 190 мошенничество – это в том случае, когда должностное лицо здесь не имеет отношения к этому правонарушению, а предприниматель сам путем обмана, злоупотребляя доверием, получил эти деньги. Если изначально у него был умысел получить эти деньги и не вернуть его государству, то он будет привлекаться по мошенничеству. Что касается нецелевого использования бюджетных денег, у нас есть административная ответственность. Мы вот сейчас как раз таки и говорим для того, чтобы послабить, ну, немножко для субъекта бизнеса сделать послабление, как бы, декриминализировать данный состав. Поскольку вот вы сами уже отмечаете, да, статистику, что получив кредиты, они обанкротились. Возможно, они обанкротились и после того, как были зарегистрированы уголовные дела и попали в большой уголовно-судебный процесс. Вот. Поэтому мы сейчас декриминализируем данные составы, чтобы они могли заплатить штрафы, залоговое обеспечение, чтобы у них было в гражданско-правовом порядке взыскано, и они могли дальше вести свою экономическую деятельность. Спасибо.